исторического турнира по национальной борьбе с ДМТ в памяти Зосима Васильевича Панева построена, доложил судья при участниках соревнований по бегу. Вольно! Для поднятия флага из каждой команды капитана выберите. Капитаны команд, подойдите к флагу. Равнение на флаг. Флаг поднять. Вольно! Слово предоставляется Константину Викторовичу Бадокину. Уважаемые участники турнира, сегодня у нас присутствуют дочери Зосима Васильевича Панева. Слово представляется Людмиле Зосимовне. Старшая дочь Зосима Васильевича Панева, Надежда Зосимовна, ее муж Лапсин Евгений Дмитриевич, мой сын Алексей, своей женой, и наш двоюродный брат Александр Щукин. Наша большая дружная семья сегодня очень довольна тем, что память Зосима Васильевича существует, что его помнят, в том числе не только те, кто жил в те годы, когда он работал, но и молодые. 99 лет назад родился наш папа в селе Усть-Кумского района. На будущий год будет столетие со дня его рождения. И мы надеемся, что такое мероприятие будет в более расширенном варианте с приглашением международных гостей. В 19 лет наш папа стал работать учителем в Вашкинской школе в деревне Вашкин Кировского района. А в 20 лет он стал директором этой школы. Это был самый молодой директор за всю историю Республики Коми. И также в Вашкове родилась моя старшая сестра Надежда Зосимовна. А потом папа ушел, учился в пединституте, ушел на фронт. После этого закончил высшую партийную школу, а в 36 лет, в 1950 году, стал занимать должность, которая являлась второй в Республике Коми. Председателем Совета Министров стал 36 лет. И долгие годы он руководил республикой. Последние годы он занимал должность председателя Президиума Верховного Совета Республики Коми и в 70 лет, в 1984 году ушел на пенсию, до 70 лет работал. А наша мама была заслуженным учителем Республики Коми. Она 35 лет отработала учителем. Поэтому не случайно, что в день учителя сегодня мы чтим память папы моего, который был таким молодым директором, и мамы нашей тоже, потому что она долгие годы работала учителем. Я тоже немножко отношу себя к учителям, потому что я преподаватель Сыктывкарского лесного института, и наши студенты сегодня тоже приехали на этот турнир. И хочется, чтобы на следующий год, когда будем отмечать столетие со
побеждали, чтобы у вас были хорошие до этого всякие награды вы получили на разных мероприятиях. Поэтому спасибо вам большое от нашей семьи. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь спортом, ведете активный образ жизни. И спасибо за вашу память. Вы большой, с молодою прекрасной душой, сколько долгих лет, сколько зим, отдаете душу вы молодым, и поэтому душа много лет остается молодой. Вот секрет вашей жизни, пусть и дальше она будет счастья, здоровья полна. Всем, кто поведал нам тайны открытий, учит в труде добиваться победы. Всем, кому гордое имя учитель, всем посылаем горячий Привет! И поэтому душа много лет остается молодой. Вот секрет вашей жизни, пусть и дальше она будет счастья, здоровья полна. С праздником! Спасибо.
Так победил Савачев. Следующее упражнение. Сильная нога. Йонков. У охотника должны быть сильные ноги. В поединке выясняется, кто же из охотников пройдет дальше. Йонков, сильная нога. Чуть круг. Железный палец. Победил представитель Кировского района Самарчук. Победил Каменчик Дмитрий, Крыловский район. Борьба на бросок на живот не оценивается. Оба борца имеют определенный опыт в борьбе, поэтому схватка происходит достаточно сложно. Боец желтой повязкой, Кировский район. Боец красной повязкой, село Пячи, Прилуцкий район. Оборонец 3 минуты. Оборонец 2 минуты. 2 минуты даем. Да, определяя по силовому многоборью победителя. Ввиду ничейной борьбы, равной борьбы, победитель выясняется силовым способом. Еще раз. Чуть круг. Сильный палец или железный палец. Итак, победил борец Мячина. Каменчик Дмитрий занял первое место в этой 20 килограмм. В региональном турнире памяти Засима Банева занял Каменчик Дмитрий, Прилуцкий район, село Вячево. Награждение проводится
Мартягин Анатолий Иванович. Второе место занял Сарбачев Игорь, Каркимовский район. И третье место занял Волгин Кирилл. Волгин Даниил. Шаг вперед. Булавин Степан. Кирушев Михаил, Каркеровский район. Портрет Владимир Ильич. Сильный палец. Победу взял Кирушев, Каркеровский район. У охотника должна быть сильная нога, где управление называется голубок. Зубы нож сильный медведь. На данной категории должен остаться один медведь. Так, победитель стал Кирушев Михаил. И встречается сильная нога, легко. Кирушев. Борец красный повязка неоднократно. Кирушев Михаил, он становится победителем. Волгин Даниил. Волгин Даниил. Борьба. Значит, следующая весовая категория. Это весовая категория у старших юношей. Свыше 70 килограмм. Алиев Константин, Шуталиев Юсуф, Завкин Максим, Новоселов Максим. У вас 5 минут на разогрев, 5 минут на разогрев. Потом
выступайте в борьбе без силового упражнений, сразу же в борьбе. Так, не надо плакать. Успокойся. Возьми себя в руки. Надо? Похлопаем! Следующая пара Золотый Максим Новоселов. Представители лесного института, победители выходят в финал в этой дисциплине. И желающие потом бросить вызов чемпиону, добро пожаловать в батальон. Золотин Максим, Новоселов Максим. Итак, победил Золотин Максим. И вышел, простите, Новоселов Максим. И вышел в финал. Итак, победил Муталиев Юсуф и занял первое место в категории. Занял Муталиев Юсуф, Лесной институт. Второе место занял Новоселов Максим, Лесной институт. Третье место занял Золотин Максим, Лесной институт. И четвертое почетное место занял Алиев Константин, Сыктывкарский сельский
Сыктывкарского лесного института. Благодарность Валентине Васильевне и Людмиле Зосимовне. Вам спасибо, ребята, молодцы. Приготовиться Бугаев Александр, Жилинов Илья. Вариант шорта. Село Картиновка. Пароль 30 секунд. Пароль 40 минут. Идет напряженная борьба. Ушел за пару ситуацию борец шорта. Картинов, борец за своих. Осталось 30 секунд. Вопрос на 3 минуты идет борьба. Вопрос на 3 минуты идет борьба, поэтому еще минута запасить времени. Спорная ситуация. Движение не